Вот смотрите, где есть наши беженцы, их сотни тысяч. Они везде, в первую очередь на территории братской Ингушетии, на территории братской Грузии, даже европейских стран. Везде Россия делает все возможное, чтобы вытеснить их оттуда. На территории Ингушетии, значит, они сделали все возможное, чтобы выдавить их оттуда, отключая свет, газ, даже бульдозерами. И везде, где есть наши беженцы, Россия вмешивается, устраивает провокации, делает все возможное, чтобы вообще такого вопроса, как беженцы, не стояло. Мои представители и помощники, которые находятся в Грузии, мне передали, что грузинское руководство грузинские представители власти, значит, ничего против не имеют, что будут на территории находиться наши беженцы. Даже наоборот им помогают и готовы помочь, оказать возможную помощь. И вообще такого вопроса и не стояло. Мне кажется, что это крупная провокация. И провокация в первую очередь со стороны России. Я не думаю, что грузинский президент знал об этом или это делается с его согласия. Я это в категорической форме исключаю. Наверное, как и на территории нашего государства, чеченского государства, сколько у нас чеченцев, которые в свое время поклялись все время служить интересам России. Да. Значит, они работают против своего народа. То есть становятся национал-предателями. И, наверное, во всех республиках, независимо, это союзные были республики или автономные, тоже, наверное, есть люди, которые управляют с Кремля, с Москвы и работают против собственного народа, против интересов своего государства. И подобные провокации невозможны. Мы на это смотрим трезво. Я не думаю, что мы должны сразу обвинять друг друга, что это делается в согласии грузинского руководства. И тем более это какие-то разногласия между нашими народами. Я это исключаю.